Домашнее хозяйство есть в каждом втором дворе нашей республики. Коровы, бараны и домашние птицы. Особого ухода к себе последние не требуют. Однако профилактика болезней нужна в любом случае. Известны случаи массового заболевания домашней птицы. Причины, как правило, разные. Куриная болезнь возникает вспышками и в разных местах, поэтому в простонародье ее называют чумой. Подтверждение эпидемии в республике по болезням птиц у нас не зарегистрировано. Есть, конечно, единичные случаи, которые подтверждаются другими болезнями, связанными с паразитоносительством, и другими болезнями, связанными с ларинготрахеитом. Наши птицеводческие хозяйства, которые занимаются разведением и доращиванием птиц от суточного возраста, практически здоровы от носителей вируса гриппа птиц, от носителей вируса болезни Ньюкасла, так называемой чумы, ложной чумы птиц. Поэтому мы сегодня не можем констатировать о том, что данное заболевание у нас в республике регистрируется. Вирус так называемой псевдочумы широко распространен в нашем регионе. Как правило, инфекции подвержены курицы, индюки и цацарки. Ветеринары советуют прививать домашнюю птицу самостоятельно, но только после подтверждения ветеринарной клиники. Необходимо соответствующим образом делать профилактические вакцинации птицы, домашней птицы, соответствующей вакциной. В прошлом году была проблема, связанная с отсутствием данной вакцины, с отсутствием этой вакцины у производителей. Но начиная с этого года, буквально с мая месяца, эта вакцина начала поступать, и в торговой сети аптек эта вакцина имеется на распродаже и на продаже поступает. Семью Костоевых фермерами назвать сложно. Однако, как и у большинства жителей, у них есть небольшое хозяйство на заднем дворе. Радимхан Костоева про заболевание псевдочумой слышала, однако сама с этим не сталкивалась благодаря своевременной профилактике. Один укол, и о болезни можно не думать. Делать это можно в домашних условиях, не прибегая к помощи ветврачей. Главное знать дозу и последовательность. В связи с информацией распространения псевдочумы такие рейды очень кстати, ведь лучше бороться с болезнью с самого начала. Вакцинировать птицу обязательно, потому что эта болезнь наносит большой ущерб птицеводческим хозяйствам. Переносчиками являются дикие птицы, это голуби, вороны могут быть. Ветеринары призывают жителей проводить профилактику в хозяйстве не реже, чем раз в месяц, а при заболевании животных обращаться к специалистам для комплексного лечения. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.